Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев и в начале выпуска коротко о главном. В республике перевыполнен план по догазификации, активно реализуют и прорывные проекты. Эти и другие темы обсудили глава Сергей Миняйло и вице-премьер Александр Новак. Подробности в выпуске. Взял коляску и пошел гулять. Активный отдых без ограничений. Прогуляться на свежем воздухе людям с ОВЗ помогает проект «Лесотерапия для каждого». В популярных для прогулок местах города появились специальные коляски. Ими можно воспользоваться бесплатно. Мы чтим свои традиции, и для нас это очень важно участвовать в таких мероприятиях. Быстрее, выше, сильнее. Во Владикавказе прошли соревнования по исконно осетинским видам спорта. В турнире приняли участие фамилии со всей республики. В каких дисциплинах состязались и кто стал победителем? В километре от поселка Мизур сегодня вновь загорелась сухая трава. Сообщение сотрудники МЧС получили примерно в 3 часа дня. Пожарные Алагирского пожарно-спасательного гарнизона незамедлительно локализовали огонь, а полностью ликвидировали возгорание спустя 1,5 часа. Более 200 социальных объектов строятся и ремонтируются в Северной Осетии благодаря участию в госпрограммах и нацпроектах. Об этом сообщил глава Сергей Миняйло на совещании с вице-премьером Александром Новаком. Президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поставили ряд задач в экономике и социальной сфере, направленных на повышение качества жизни в регионах страны. Как подчеркнул Сергей Миняйло, вопросы социально-экономического развития на особом контроле руководства Северной Осетии. Активный рост наблюдается по всем направлениям. Реализует 5 прорывных проектов и 11 подпроектов на 65 миллиардов рублей. Они включены в модель экономического развития республики. Это позволит создать к 2030 году более 7 тысяч новых рабочих мест. В проекты уже вложено порядка 29 миллиардов рублей и создано больше 800 рабочих мест. Активная работа идет и по созданию туристической инфраструктуры. Это кластер «Горная Дегория», всесезонный курорт «Мамисон», проекты «Кахтесар» и «Алания парк». Завершено строительство нового терминала аэропорта Владикавказ на 800 тысяч пассажиров в год. Что касается программы догазификации, запланировано было 1906 домовладений в 128 населенных пунктах. Все установленные показатели прошлых 2 лет перевыполнены. Также из республиканского и федерального бюджетов выделяются средства для частичной компенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям для отдельных категорий граждан. План догазификации на этот год: 441 домовладение уже подведен газ, к границам 349 домов запущен 333. В работе находится порядка 90 заявлений. Реконструкция пешеходного моста в районе улицы Кольбуса завершена. Осталось получить акт ввода в эксплуатацию. Об этом сообщил глава Сергей Миняйло в своем телеграм-канале. Напомним, старый мост был в аварийном состоянии. Его полностью разобрали и возвели новый. Строители смонтировали ограждение, уложили брусчатку, установили столбы освещения и привели в порядок подходы к мосту. В процессе строительства пришлось вносить корректировки в проектно-сметную документацию, чтобы сделать мост максимально комфортным для пешеходов. Например, вместо обычных блочных подрядчик установил ограждение из литого чугуна. Их дизайн специально разработали художники. Региональный тренинг-семинар «Команда первых» прошел во Владикавказе. Участие в нем приняли студенты профессиональных образовательных организаций. Всего 90 человек. Для них подготовили игры на командообразование. Ребята освоили социальные навыки взаимодействия. Нужно было показать эффективную работу в команде и достижение поставленных целей. Участники подготовят собственные проекты, которые будут защищать перед членами жюри. Лучшие инициативы будут доработаны и получат возможность принять участие в грантовом конкурсе «Движение первых» и «Росмолодежи». Тренинг провели для повышения конкурентоспособности, для мотивации и вовлеченности участников в работу «Движения первых», а также для того, чтобы помочь новым участникам понять ценности и принципы движения. Мероприятие организует «Движение первых» при содействии Министерства образования и науки Республики и Центра опережающей профессиональной подготовки.
Это формирование лидерских качеств, это умение видеть и ставить цели, достигать эти цели, быть упорным. Поверьте, от того, что мы что-то будем в виртуальной реальности фантазировать и мечтать, это очень хорошо. Но то, как вы умеете добиваться своих целей, это очень важно. И вот эта организация вас этому научит. Кроме того, что является очень важным, это та энергия, которая в каждом из вас, и те позитивные идеи, смыслы и проекты, которые вы можете сгенерировать и реализовать в жизни. Сделать доступными парки и заповедные зоны для маломобильных граждан. В республике работает пока в тестовом режиме проект «Лесотерапия для каждого». В популярных для прогулок местах города появились специальные коляски для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спрос на услугу есть, отмечают авторы идеи. В планах увеличить количество колясок, а пока ими можно воспользоваться совершенно бесплатно. Где, расскажет моя коллега Лидия Цахилова. Прогуляться на свежем воздухе под осенним солнцем особенно приятно. 9-летний Данил Хугашвили впервые в дендрарии. Из-за полученной травмы мальчику редко удается куда-либо выбраться. Здесь же все под рукой. Прогулочная коляска, плед. Взял коляску и пошел гулять. Да, мне понравилось дендрарии. С мамой я поехал погулять в дендрарии. Мне позвонили с фонда Арнеллы Персаевой, предложили социальную прогулку по дендрарии парку. Так как мой ребенок плохо ходит, не всегда есть возможность брать с собой коляску свою. Неудобно в машине его возить. Прогулкой довольна и Римма Голобаева. Пенсионерка тоже воспользовалась специальной коляской. В силу возраста ей тяжело долго ходить. Признается, выйти на свежий воздух удается редко. И такой социальный проект очень кстати. Очень даже мне нравится погулять. Я на пенсии, я очень интересно провожу время с друзьями, с подругами и работаю. Социальному проекту «Лесотерапия для каждого» уже год. И пока это тестовый режим. Но спрос на услуги уже есть. У входа в дендрарий можно взять прогулочную коляску, которая полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями. Основатель проекта Лина Тотрова лесотерапию создала после собственного не самого позитивного опыта. Идея пришла, когда мой супруг познакомил меня со своей бабушкой, ее звали Нана. Ей было 95 лет, и в силу своего возраста она не имела возможности ходить. И 10 из которых она вообще не выходила на улицу и наблюдала за природой только из окошка своего дома. И вот в этот момент, когда супруг меня с ней познакомил, я узнала в ней себя, потому что я когда-то тоже была пассажиром инвалидного кресла, у меня была сложная беременность. В основном, рассказывает руководитель проекта, обращаются люди, чьи родители уже преклонного возраста, а также родители детей с ограниченными физическими возможностями. К слову, вскоре прогулочных колясок станет еще больше, около 15. Они полностью модернизированы. Мы ушли от черных тонов. Они у нас оранжевого цвета, забрендированы в бренд «Лесотерапия». И все коляски, они разноплановые. У нас есть крупногабаритные коляски, которые не проходят дверные проемы. Нашей основной целевой аудиторией являются это малоподвижные люди преклонного возраста, тяжело беременные женщины, люди, которые временно потеряли здоровье в силу каких-то обстоятельств, особенные детки с особенностями развития, а также военнослужащие, которые получили ранения в зоне боевых действий. Не поверите, общаясь с инвалидами-колясочниками по спорту, да, я многим из них рассказал, и они сами сказали, что готовы участвовать в этом проекте. Они сами бы хотели приезжать, садиться на эти коляски и гулять, потому что сейчас у них такой возможности, по крайней мере, нету. Сделать доступными парки и заповедные зоны для маломобильных граждан – это одна из целей проекта «Лесотерапия для каждого». Открытие уже в начале декабря, но записаться на прогулку можно уже сейчас. Технические средства реабилитации предоставляют бесплатно. Лидия Цахилова, Александр Левченко. Новости Осетии.
Рассказ Хохотлатова «Сон» теперь можно не только прочитать, но и послушать. Это первое фантастическое произведение в осетинской литературе в жанре утопии. Рассказ написан в 1911 году, переведен с осетинского в 2021. Аудиокнига создана книжным клубом Алана Цхурбаева, который уже 3 года работает во Владикавказе. Со временем озвучат и классиков осетинской литературы, и современных писателей. Аудиокниги будут представлены на русском языке. Рассказ Хохотлатова «Сон» можно прослушать в соцсетях книжного клуба. Почему аудиокниги? Потому что мне кажется, что очень мало произведений осетинских авторов озвучено, а формат очень востребован. Не все в наши дни успевают читать. Аудиоформат позволит быть в курсе осетинского литературного процесса, современного и не только. Можно слушать аудиокниги, занимаясь чем-то, чем угодно, на тренировке или в машине. А что касается авторов, следующим, я думаю, будет произведение Костахи Тагурова «Охота за турами». Вот так мы решили. Может быть, Ирлан Хугаев. А дальше посмотрим, может быть, уже кого-то из современников возьмем. Спортивный азарт и командная работа во Владикавказе прошли соревнования по исконно-осетинским видам спорта. В спортивных играх приняли участие представители фамилий со всей республики. Боролись не только за звание лучших. Победители и призеры турнира получили денежные призы. Моя коллега Дана Малышева расскажет подробнее. Сейчас мы будем охлаждать мышцу заморозкой на кратковременное время, чтобы он смог продолжить свой поединок. По сути, это очень быстрая анестезия. Она поможет забыть о неприятной травме, которую получил буквально пару минут назад. Несмотря ни на что, Давид Туаев продолжит участвовать в первых в Северной Осетии соревнованиях по исконно-осетинским видам спорта. Он, как и другие молодые патриоты, ни за что такое не пропустят. И пусть раньше многие даже не знали, во что играли их предки. Сегодня молодежь вовлечена, и это главное. Мы пришли сюда всей семьей, родственники, родители, братья. Потому что мы чтим свои традиции, и для нас это очень важно участвовать в таких мероприятиях. И надеюсь, в будущем будут такие же игры, мероприятия, чтобы мы смогли принять в них участие. Потому что самому увидеть, попробовать, как еще в средневековой Алании предки осетин определяли, кто сильнейший, точно интересно даже взрослым. Это своего рода первая в истории Олимпиада между осетинскими фамилиями. Участники приехали со всех уголков республики, чтобы показать, как они умеют, например, перетягивать шест. Это национальная игра пил и важен, перетягивание шеста. Командный силовой вид, единоборство, можно сказать. Перетягивают шест, подобие, сейчас есть перетягивание каната. Мы выбрали шест, потому что он архаичней. На этих соревнованиях сошлись цели и задачи двух близких по духу организаций. С одной стороны, это Ирон-федерация с идеей сохранить осетинские национальные виды спорта. С другой – Иузинат, представители которой помогают развить движение осетинских фамилий. Предварительно каждая команда прошла мастер-классы, на которых им объяснили правила игры. И теперь в спорткомплексе Октябрьского участники знают, что нужно сделать, чтобы победить. 11 команд участников на сегодняшних соревнованиях. Если честно, мы ожидали чуть меньше даже, потому что все-таки первые соревнования, и организовать фамильную команду не так просто. Не каждая фамилия готова организоваться и выставить спортсменов, а спортсменов надо было выставить 4 по основным видам спорта, 1 запасного и 1 руководителя команды. Всего 6 человек. Больше полусотни спортсменов проверяют свои силы в 5 дисциплинах. Баллы начисляют тем, кто смог победить соперника. Например, в масс-рестлинге, где главное правило – перетащить палку на свою сторону. Чтобы руки не соскользнули, их обрабатывают магнезией, вот этим белым порошком. Прилагают максимум усилий. На кону призовой фонд общей суммой в 150 тысяч рублей. Здесь как никогда важна не победа, а участие тех, кому от 18 до 35 лет. Тем не менее, на почетном первом месте фамилия Багата. Победители получили 75 тысяч рублей. Организаторы говорят, в следующем году соревнования по осетинским играм могут повториться. Дана Малышева, Алан Суанов, Новости Осетии.
Во Дворце спорта «Манеж» продолжается всероссийский турнир по вольной борьбе памяти двукратного олимпийского чемпиона Суслана Андиева. Сегодня второй день соревнований. Более 250 спортсменов из 15 регионов России и ближнего зарубежья. За 2 соревновательных дня разыграют 10 комплектов наград. Весовых категорий много, самая большая – 125 килограммов. Уже в ближайшие часы будут известны результаты финальных поединков. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.